Сегодня мы для WordPress установим новую тему. Каким образом это происходит? WordPress один из движков, бесплатных движков, и соответственно для него также пишутся много тем, и есть бесплатные темы. В Рунете их достаточное количество, и чтобы найти подходящее, обычно в Яндексе набираешь русская тема для WordPress. И в Яндексе мы увидим множество сайтов, которые специализируются на написании тем для WordPress. Но просто начнем действовать сверху, с самых лучших позиций. Наша задача теперь подобрать тему для партнерской программы. Пока моя идея такова, что я хочу подобрать тему трехколоночную, чтобы сайдбары были с обеих сторон, ну и вот шапка сверху. Иначе говоря, пока у меня нет цели поставить какой-то навороченный шаблон. Хорошим дизайном мы займемся потом, но для начала нам нужно хотя бы подобрать то, что смотрелось бы неплохо и не совсем шаблоны для посетителей. К примеру, вот на сайте, на данном сайте мы жмем, скажем, вот в сайдбаре ищем вариант 3 колонки. Слева появляется тема шаблонов. И мы, прокручивая, присматриваемся к каждому из них. Скачиваем тему. Жмем на скачать. Предположим, мы выбрали вот финансовую тему шаблона. Этот шаблон. И мы хотим его установить. Мы должны скачать этот шаблон себе на компьютер. Сохраняем файл. Так, мы скачали шаблон. У меня есть специальная папка, где я собираю эти шаблоны. И в данном случае я хочу теперь из папки, куда я скачал, вырезать его. Правой кнопкой мыши нажимаем на выделенный файл и вырезаем левой кнопкой мыши. Переходим в раздел, где я собираю уже темы. Их у меня тут много. Ну, предположим, создам папку «Финансовая тема». Финансовая. Вставляем наш выбранный файл. И теперь мы знаем, где находится наш шаблон, который мы теперь должны установить на наш новый сайт. Возвращаемся в консоль нашего сайта. Проходим в раздел «Внешний вид» и есть подраздел «Темы». Вот, темы и установить темы мы видим. Здесь надо будет теперь нам загрузить наш шаблон. Нажимаем на «Загрузить». Через панель обзора проходим в наш компьютер. Находим наш файл. Так, в папке «Финансовая» вот наш шаблон. И открываем его. И теперь жмем на кнопку «Установить». Сейчас нужно активировать этот шаблон. И вот наш шаблон активирован. Давайте посмотрим, как он выглядит в реальности. Это наш предыдущий шаблон, который предложил стандартный WordPress, а мы теперь его обновим. Вот тот новый шаблон, который мы только что установили. С вами был Сергей Майнагашев.